Я бы хотел сказать, если позволите, о наиболее важных вещах. Есть в исламе 5 столпов ислама. У народа тоже есть 5 столпов. Определение народа – это общность людей, которая объединена единым языком, культурой, историей, религией и территорией компактного проживания. Вот 5 столпов, из чего этот этнический дом держится на 5 столпах. Можно говорить о том, что можно строить ракеты, можно строить дороги, можно заниматься IT-технологиями и прочими, безусловно, этим надо заниматься. Но если нет этих 5 столпов, то народ потихоньку исчезает. Если взять наш карачаево-балкарский народ, то если посмотреть, как сказать, центральный столб – это родной язык. Проблема родного языка существует у всех кавказских народов, да, у всех народов России. Глобализация делает свое дело. Родной язык у нас с каждым поколением угрожающе уходит в прошлое. Уже в селах у нас дети разговаривают на русском языке. Поэтому можно сказать, что этот столб у нас уже разрушен, и его надо восстанавливать. Если говорить о втором столпе, это о культуре, то культуру свели к тому, что людям кажется, что культура – это песни и пляски. Хотя культура народа, она, как и религия, она распространяется во все сферы. У нас есть духовная культура, у нас есть материальная культура. И поэтому, если посмотреть, то этот столб у нас тоже в плачевном состоянии. А если говорить об истории, то исторический столб у нас тоже разрушен, потому что на это есть много причин, и объективных, и субъективных, и депортация сделала свое дело, но исторический столб тоже надо восстанавливать. Если говорить о религиозном столпе, то он вроде бы можно радоваться, что религиозный столб у нас восстанавливается, молодежь больше пошла в религию, но там тоже есть масса проблем, потому что есть разные течения, и поэтому вместо того, чтобы быть монолитом, каждый берет какое-то свое течение, и народ разбредается по разным течениям. Поэтому религиозный столб у нас тоже, в общем-то, оставляет желать лучшего. А Родина, территория компактного проживания, наша историческая Родина, если говорить об этом, то тоже нет людей, нет организаций, нет властей, которые беспокоятся об этом. Мы знаем, что на сегодняшний день, допустим, вот я буквально сегодня вернулся из Архыза, и замечательные места, мы все знаем, насколько красив наш Архыз, но он больше не принадлежит Карачаево-Черкесии, он территориально на территории нашей республики, а владеют этим другие люди, и как они на это смотрят, насколько они будут ценить. Это для них бизнес, и поэтому они всеми силами постараются выкачивать оттуда средства, но они не будут ощущать это своей родиной и прочее. 2 месяца нахожусь в Карачаево-Черкесии, я поездил, был и в Приэльбрусе, был и на Домбае, в Теберде, Домбае был, и вот только что вернулся с Архыза. Ну, честно говоря, туристов очень много, бурно развивается туризм, и эти западные санкции и прочие, наверное, тоже сыграли свою роль, и внутренний туризм развивается усиленно, и поэтому, в общем-то, туристов хватает и зимой, и летом. Но нет единого плана, есть самострои, кто во что гораст. И когда, допустим, если поехал в Архыз, и там романтик, он изначально запланирован поселок, и все красиво построено, то если поехать там в том же Приэльбрусе или там на Домбае, хаотичное строительство, и, в общем-то, тоже
нельзя сказать, что все у нас хорошо. Хотя я рад тому, что много туристов и местное население, естественно, находит работу, находит себе заработок. Но чтобы не отдаляться от темы, вот я говорю про 5 столпов. Я про каждый столб могу рассказать очень много. Есть у нас в народе люди, которые могут про каждый столб рассказать гораздо больше и лучше меня. Вот родной язык. Основной центральный столб. У нас после распада Советского Союза до сих пор не издаются учебники родного языка. Учатся по старым учебникам еще советских времен. И если что-то новое издают, то каждый писатель хочет попасть в этот учебник. И вместо того, чтобы адаптировать эти учебники для детей, которые уже не знают родной язык и только когда будут изучать, нагружают эти учебники так, что дети шарахаются от этого. И потом очень много родителей, которые думают, что родной язык сам по себе он будет, а вот надо изучать абсолютно другие языки, там английский, русский, английский, арабский, там еще какой-нибудь. В первую очередь мы должны знать свой язык, но для этого должны издаваться детские журналы, книжки. Сейчас вот IT-приложение, то, что делал Эльбрусой на протяжении последних 20 лет, есть очень много приложений, которые обучают родному языку, но, к сожалению, народ как-то неактивно пользуется этим. Если в школе отказываются от родного языка, вот сделали приложение, дети все сидят в телефонах, мы специально для этого и делали, понимая, что сейчас век технический, век глобализации, но нашим молодые мамы, они дают в руки телефоны, чтобы дети игрались, чтобы мамы могли заниматься своими делами, но не догадываются о том, что нужно закачать нужные бесплатные приложения, так, чтобы дети по ходу игры обучались и родному языку, к примеру. Да? И языковеды наши, безусловно, знают проблему глубже меня, но сейчас дело даже не в специалистах. Невооруженным глазом сейчас видно, что это все очень плачевно у нас. Если говорить о культуре, то есть культура, она пронизывает все и вся. И наши адаты тоже часть нашей культуры. И они иногда противоречат той же религии. Я вот, например, скажу такой момент, когда у нас по адатам нельзя жениться на своей двоюродной сестре. Категорически запрещено. А в исламе это разрешено. Ну, в исламе это тоже не приветствуется, но разрешено. А у нас категорически запрещено. И мы должны в этом случае следовать нашим адатам не в пику религии, а в силу того, что уже генетики доказали, что только на 7-м поколении происходит мутация, после которого уже как бы родственники не считаются прямыми родственниками, да? Не знаю, откуда наши предки знали, что до 7-го колена надо считать, откуда эта информация у них была, но сейчас генетика это доказала. А допустим, наши адеты, которые те же похоронные, о котором кричат на каждом углу, они противоречат исламу. А в исламе это более облегченный вариант, это больше подходит людям, тем более людям, которые живут от зарплаты до зарплаты, которые во время похорон просто расшибаются в лепешку, лезут, берут кредиты. Главное, чтобы вот по нашим адатам все это сделать. Поэтому все это нужно, на мой взгляд, пересматривать. Нужно делать так, как правильно и как легче. Как в исламе говорят, ислам дан людям для того, чтобы облегчить жизнь. Да? У нас есть же такое высказывание, что карачаевцы
если найдут трудный путь, никогда не будут искать других легких путей. И вот мы как бы в этом плане упорно идем по этой же дороге. Также, и это касается истории, сейчас, слава богу, та же генетика показала все, что врали до сих пор по истории. Вот, допустим, наша кабанская археологическая культура, уже это было еще в бронзовом веке, и сейчас, когда археологи говорят, что поздние наслоения, там скифские, это 3000 лет до нашей эры. Вот 3000 лет до нашей эры, вот вокруг Эльбруса жил горский народ, а с этой стороны, с северной стороны подошли киммерийцы, потом скифы, и вот образовался карачаево-балкарский народ. Киммерийцы пошли дальше, они прошли туда, на Ближний Восток, бились там с ассирийским царством, разбили их. Скифы вообще-то были от Кавказа и Крыма до Алтая, огромное пространство. Но сейчас, если мы берем генетику, и вот уже проводили исследования, вот те люди, которые похоронены 3000 лет назад, местное население, автохтонное кавказское, это, скажем, соответствует нашим, ну, скажем, Узденовым. Вот они жили, Узденовы, это автохтонный народ, который жил здесь вокруг Эльбруса еще во времена бронзового века. И генетика это доказывает. Или, если взять киммерийцев, скифов, то, ну, те же, скажем, Крым-Шамхаловы или, ну, Чотчаевы, это потомки тех, которые вот там 3000 лет назад похоронены. Вот одни потомки Узденова, другие, скажем, Чотчаевы, которые есть у нас сегодня в народе, эти потомки живут. Да? Когда археология и генетика это доказывает, нам слушать разных историков, которые придумывают, ну, как, ну, в разное время писали разные истории. Сейчас, слава богу, археология и генетика все ставят на свои места. И мы должны работать над этим, мы должны это рассказывать народу, мы должны сами изучать и должны сделать все для того, чтобы народ об этом знал. Что касается религии, то религия у нас испокон веков был один мазхаб, и если мы один народ, то нам нельзя делиться на разные течения. Эти течения подбрасывают нам извне. Люди, которые хотят навредить исламу, или находятся те, которые уллукёлли, да, которые там с гордыней внутри, которые считают, что вот они во всем правы, и за ними должен идти народ, и постоянно делятся на разные течения, что, в общем-то, не укрепляет. Родина наша бесхозная. Власти не думают именно об этнической нашей родине, потому что у них задачи другие. Общественные организации никто не слушает. Люди все заняты выживанием. Вот сегодня буквально я разговаривал по телефону с Муратом Джаттаевичем Каракетовым. Он доктор исторических наук, он в Совете Федерации там работает. И в ходе разговора он говорит, что Совет Федерации готовит федеральный форум, научный форум большого значения, который называется «Исторические наследия России». И там все республики, все регионы, все народы представляют там свое историческое наследие. И он с сожалением говорил о том, что из Карачаево-Черкесии пришло письмо, что у нас нет исторических поселений и прочего, и наша республика не будет представлена на этом форуме, потому что в нашей республике никому это не нужно.
Вот если бы за это федеральные власти давали бы миллиарды, тогда бы наверняка все кинулись бы туда. А когда надо хоть что-то самим положить, что-то сделать, это ни одному чиновнику, к сожалению, не интересно. И вот сейчас все будут регионы там представлены, и Карачаево-Черкесия, у которой огромное историческое наследие, вот та же мельница, которой 300 и более лет, там есть дома, которым по 500 лет. Я был в Хурзуке, где как раз сейчас идет восстановление этой мельницы. Этим занимается, у нас есть Ижаев Юсуф, человек, который душой болеет за это, поднимает народ, будет, все время говорит об этом. И я, безусловно, его поддерживаю. В Кабардино-Балкарии, там в селе Булунгу, есть такие же деревянные дома из бруса, которым сказали, что их определили как 800 лет. Но они тоже в полуразрушенном состоянии. Никто об этом не беспокоится. Когда я об этих вещах говорю, то люди начинают думать о том, что я лезу во власть, там, что-то хочу. Я уже философски отношусь к этому. Есть такая поговорка, там, из сосуда выливается только то, что в нем содержится. Да? Каждый говорит о том, чем он наполнен. Мне не нужна ни власть, ни политика, ничего. Мне нужно, чтобы народ наш сохранялся. И если власти, республиканские, местные, депутаты, там, общественники будут делать все для того, чтобы наш народ жил и процветал, я спокойно буду сидеть, не лезть никуда и только буду аплодировать стоя всем этим депутатам, чиновникам, властимущим и прочее. Но как только, когда видишь, что все в плачевном состоянии и начинаешь критиковать, то начинают сразу писать письма жалобные там, в Москву, в администрацию президента, разные анонимки в ФСБ писать там, и прочее, что Татаркулов опять воду мутит, Татаркулов опять что-то не так делает. Я вообще готов ничего не делать, главное, пусть те, которые обязаны заниматься этим, пусть занимаются этим делом. Вот, если получилось коротко, пытался, насколько можно коротко, 5 столпов, из чего состоит наш народ, и все 5 столпов надо восстанавливать. Фамильные сборы – это хорошо. Мы об этом говорили давно, и, наверное, должно было пройти время, и народ должен был созреть. Если народ чувствует, что он бесхозный, он начинает самоорганизовываться. И вот фамильные сборы тому подтверждение. И я очень рад, что наконец-то народ дошел, понял, что надо спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наша фамилия тоже собирается, и у нас избран президент фонда Татаркуловых, есть старейшины. В Хурзуке мы сейчас восстанавливаем склеп, мавзолей, гробницу, как угодно назовите, нашего прапрадеда, от кого пошла наша фамилия. И я еще лет 15 назад, когда туда ездил, я видел, что эта гробница разрушается. К сожалению, весь в разъездах, и тогда не было особо фамильных сборов. Но вот в этом году все собрались и решили, что надо восстановить гробницу, надо повесить памятные доски, надо огородить кладбище, чтобы там не беспокоили усопших, чтобы продолжили генеалогическое древо, которое сделали 30 лет назад наши отцы и дедушки. Сделать перепись фамилии. Ну, как раз разговор идет о том, чтобы фамилия тоже собралась в кулак и поддерживала слабых, помогала тем, кому нужна помощь. Ну, если от других организаций ничего
ждать не приходится, то наша кавказская хоть где-то помогает это родство. Так, чтобы, знаете, у нас есть Гейдар Джемаль, был великий философ, Аллах джаннат етсин, он говорил, что мусульмане доросли до того, чтобы помогать слабым, но еще не доросли до того, чтобы поддерживать сильных. Я как раз очень доволен тем, что каждая фамилия начала объединяться, потому что еще Ленин говорил, мы в молодости учили Ленина, для того, чтобы объединиться, надо сначала разъединиться. И вот если мы разъединимся по фамилиям, и все фамилии уже соберутся, фамильные старейшины, президенты фамилий соберутся, то мы можем одним махом уже как-то воздействовать на весь народ. Фамильные старейшины не против власти, не про политику. Я политикой считаю только то, что вот выборные процессы, участие в выборах там и прочее. А так власти, когда ты критикуешь власть за то, что там где-то мусор не убрали, сразу начинают думать, что это политика. Это жизнь, это социум, мы живем в социуме, и мы должны говорить о своих проблемах и прочее. И независимо от того, кто там у власти. Поэтому я только приветствую фамильные сборы и это движение вообще. Безусловно, для того, чтобы у нас все было более или менее, нам нужно объединяться. Если мы каждый считает, что он только прав, и каждый хочет, чтобы было только как он хочет, как он говорит, то мы никогда ничего не добьемся. Но как только мы говорим о том, что надо собраться, провести съезд там, или собрать общественников и прочее, то опять начинается во власти тревога, опять начинают писать, звонить, опять начинают всех пугать, что нельзя это делать, собираться там и прочее. Ну, я считаю, что сейчас у нас есть интернет, и если не дают в реале, как говорят, офлайн собираться и решать, было бы желание, мы можем это спокойно делать в интернете. Но у нас, к сожалению, много таких людей, которые уверены, что только они знают правду, и только они должны говорить, что делать. Вот сейчас есть движение такое, создание единого карачаево-балкарского флага. И я радуюсь тому, что есть люди, которые пытаются создать этот флаг, распространить. Одни говорят, вот этот флаг нужен, другие, вот другой флаг нужен. Я уже как бы обращался ко всем, говорил, давайте проведем конкурс. Давайте проведем конкурс, и каждый выставьте свои варианты. И профессионал жюри выберут несколько, которые наиболее подходят и предоставят народу выбор. Вот из 2-3 вариантов, чтобы народ выбрал, что по душе, и большинство, какой флаг выберет, мы с удовольствием этот флаг поднимем. Нет, обязательно должен каждый нарисовать свой флаг и навязывать всем, и кто не согласен с ними, начинают сразу обвинять в том, что это специально работают для того, чтобы их флаг не продвинулся, что они продажные, что эти такие, эти сякие, начинают клеймить друг друга. Я стараюсь не лезть в это болото, но я очень рад, что народ просыпается, раз сознание народа доходит до того, что нам нужен единый флаг, то в конечном счете, я думаю, мы скоро проведем конкурс, общенародный конкурс, на котором мы выберем тот флаг, который народ с удовольствием поднимет. Я это к тому говорю, что не должен каждый настаивать на своем. Мы должны уметь договариваться друг с другом. Мы должны уметь слушать друг друга. Берликтет реликтейле, в единстве сила. Мы не должны там обвинять другие народы, там, соседей там, или ту же Москву. Если мы не можем внутри народа собраться и прийти к единому мнению по какому-либо вопросу, какой смысл обвинять кого-то? Вот если бы мы
пришли бы к единому мнению в чем-то, и нам мешали бы извне, мы могли бы сказать, вот они виноваты, те виноваты, третьи, четвертые, Запад, как всегда, виноват там, или Москва там не дает нам объединиться, как обычно говорят. Мы сами не можем объединиться и прийти к единому мнению по многим вопросам. А пока мы не объединимся, то ничего у нас не получится. В природе всегда так. Вот есть, допустим, маленький атом, внутри которого есть ядро. И вокруг ядра крутятся электроны. Вот в нашем народе должно быть такое ядро, вокруг которого, не отлетая никуда, вокруг ядра должен крутиться весь народ. Но как только ты хочешь создать какое-то ядро, обязательно в это ядро входят те, которые хотят разрушить это ядро. И, естественно, это поддерживают власти, потому что власти, когда народ разобщен, управлять, конечно, легче, правильно? Я бы даже согласен был бы на это, если бы власти сами думали бы о проблемах народа. Но если сами власти не думают, и народ сам хочет самоорганизоваться, и в то же время бегут, начинают мешать этому, то это уже ни в какие ворота, как говорится, не лезет.